Эльмала являлся одним из важных городов Северной Ликии. Район в свое время служил пристанищем для многих цивилизаций. Ярко раскрашенные дома со старинными оконными выступами, украшающие уезд, словно хотят поведать нам о прошлом. Деревянные дома Эльмалы с двойными оконными выступами, как и дома Сафранболу, содержат элементы аутентичной архитектуры. Все эти характерные особенности домов Эльмалы, дошедшие до наших дней в хорошем состоянии, радуют взор приезжающих в эти места туристов. В Эльмалы, где традиционная культура имеет место в повседневной жизни, проводятся различные мероприятия и дни искусств, в которых смешаны яркие краски богатой традиционной культуры, столетиями привносимой в эти края кочевниками. Особенно богата традиционная культура местными ручными ремеслами, среди которых работа с медью и железом играет главенствующую роль. Халва, местная сласть, является одним из символов Эльмалы и популярным во всем мире продуктом. Уезд также является одним из главных в Турции производителей лейблеби – каленого гороха с присущим только ему вкусом. В уезде, носящем следы Османской империи, в рамках местных мероприятий проходят различные фестивали и празднества. Среди архитектурных построек сельджукского и османского периодов можно отметить мечети и медресе – школу теологии. Всеобщее внимание привлекают отделка и архитектурные особенности построек. Оконные проемы в арочном стиле, купола, изнутри украшенные изразцами, и мечети привлекают с собой внимание множества посетителей. Медресе, расположенные в уезде, в свое время взрастили множество ученых. Каждый год в первую неделю сентября в уезде проходит фестиваль исторической масляной борьбы Ешиль Яйля Эльмалы. Масляная борьба, являющаяся частью анатолийской культуры и каждый год традиционно проходящая в этом уезде, сопровождается красочными празднествами. %12 от всего производства в Турции яблок выращивается в этом уезде, носящем название этого фрукта. Местные яблоки, имеющие специфический вкус, известны по всей Турции. Анатолийский исламский мыслитель Абдал Муса Султан, являющийся символом храбрости, ума, веры и любви, жил здесь примерно 6 веков назад. Несмотря на время, прошедшее со дня смерти, жители продолжают чтить память этого благородного, приобщенного к Всевышнему аскета. Каждый год проводимые здесь мероприятия оживляют социальную и культурную жизнь уезда. Эльмалы со своей традиционной культурой, переходящей из поколения в поколение, природной красотой и чистым воздухом, является одним из самых красивых уездов Анталии.